Добрый день еще раз. Хотел бы поблагодарить, что пригласили. Будем рады вам рассказать несколько другой, наверное, не классический взгляд на течение, на историю вообще заболеваний таких неинфекционных, как гипертония, остеохондроз, диабет второго типа. То, что сейчас существует как международная практика, так и она переросла и в российскую часть, это то, что все лечится таблетками. К сожалению, оно на самом деле не лечится. Вот. Это доказал в свое время и сейчас лишний раз подтвердилось в клинике доктора Шишонина. Шишонин – это врач потомственный, который, пройдя сквозь классическую школу медицины, пошел своим путем. Благодаря этому он создал методику именно лечения, не прятания симптомов, а лечения этих заболеваний. А это, к сожалению, бич всего мира, потому что порядка 900 тысяч человек ежегодно умирают от последствий гипертонии. Это ишемия, инсульты, инфаркты. Фактически за год в стране умирает только в России 900 тысяч. Это город-миллионник. Более подробно об этом расскажет Кирилл Владимирович, эндокринолог, заведующий нашим отделением. Прошу любить, жалко. Спасибо. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Спасибо всем большое, что вы собрались в столь прекрасный вечер здесь ради нас, и мы ради вас, собственно. Давайте начнем. Итак, чтобы понять, куда мы движемся, надо глянуться немножечко назад. Все вы видели эту до боли знакомую старую картинку из любого учебника по истории, по биологии, не столь важно. Развитие человека. Но почему-то все эти картинки заканчиваются примерно на данном здоровом, высоком человеке, но как-то это было давным-давно, очень давно. Сейчас, к сожалению, наша история уже даже не здесь, а уже даже вот здесь. Вся работа, которая осуществляется, это чаще всего сидячая, за компьютером, офисный мир. Можно даже не выходить из дома. Пандемия нам это с вами заказала. Всегда есть доставка из магазина, которая вам привезет все, что вы хотите, любая услуга, абсолютно ничего делать не надо. Но это еще не самое страшное, потому что если мы с вами взглянем немного дальше, то все на самом деле вот так. Огромное количество еды, но вся эта еда, к сожалению, низкокачественная, но зато дешевая. Много дешевого, сладкого, вкусного. Все это нас ведет от здорового человека к большому, тучному, лентяю и так далее. Что же было у нас? Давным-давно у нас с вами был свежий воздух, натуральная пища, отличные физические упражнения. То вы бежите за мамонтом, то мамонт догоняет вас, нужно от него убежать. Стрессов, ну ладно, были в свое время свои стрессы, у нас другие стрессы, не в этом суть. Средняя продолжительность жизни была 15-20 лет, ну это если, конечно, повезет. Но человечество не стоит на месте, развивается, мы начали объединяться в группы, образовывались города. И наступила следующая эпоха. Появились всевозможные инфекции, травмы. Мы стали жить дольше и стали, грубо говоря, наживать эти заболевания. Еды уже было достаточно. Мы с вами не умирали ни от голода, ни от холода. Все прекрасно. Было достаточно безопасно. Нам не приходилось защищаться от диких зверей, от нападков врагов и так далее. Физический труд еще был. Вся работа ручная, работа на полях, работа в шахтах. Везде отличные физические упражнения, никто не спорит. Но минус в том, что людей все больше грязи, все больше продуктов жизнедеятельности, ну и, соответственно, все больше вредителей. Чем этого больше, тем больше инфекций. Все вот эти причины, увеличение сердцебиения, задержка жидкости, повышение уровня сахара в крови, все это адаптация нашего организма. К чему? К тому, что нужно сохранить самое важное. Что в нашем организме самое важное? Это головной мозг. Потому что без многих органов можно жить, но если не жить, то существовать. Без мозга ни жить, ни существовать у вас, к сожалению, не получится. Мозг должен кровоснабжаться в достаточной степени, больше, чем любой другой орган, потому что он осуществляет контроль всех функций
организма, соответственно. Как же происходит его кровоснабжение? Через нашу прекрасную, замечательную шею. То есть организм можем разделить. Тело и голова. Их соединяют, казалось бы, отличный инструмент шея. Он был бы прекрасным, если бы мы им все время не крутили, не двигали, если бы не сидели в неправильном положении, или еще хуже, вот так. Если бы у нас не было остеохондроза, спазмов, атеросклероза, было бы все прекрасно. Хотя бы раз в жизни каждый из вас либо продувал шею, либо защемляло шею. Вы как бы вылечили, убрали мышечный спазм, но сосудистый спазм никто не убирает. И что же у нас с вами получается? Мозг не кровоснабжается. Он дает организму сигнал. Я задыхаюсь, я не могу работать, мне нужны питательные вещества, кислород. Организм начинает адаптироваться. Каким образом? Сердце начинает биться быстрее. Нагонять давление, чтобы протолкнуть эту кровь к мозгу. Но это не помогает. Потому что спазмы сосудов как были, так и есть. Потому что сосуды забиты бляшками. А во всем остальном теле давление уже большое. 160, 150, 170, 200. Не помогает. Кровь как не поступала, так и не поступает. Давайте дальше адаптироваться. Мозг посылает сигнал почкам. Задерживаем жидкость. Чем больше жидкости в системе, тем больше давления. Очень просто, обычная физика. Начинаем отекать. Ну отекают у нас что? Ноги, все тело, жидкости больше. Но кровь-то как в голову не поступала, так и не поступает. Дальше продолжаем. Ну, если нет кислорода и питательных веществ, надо на чем-то жить. Будем жить на сахаре. Начинается повышаться сахар. У нас возбуждается аппетит, нам хочется более вкусного, сладкого. Начинаем есть больше сладкого, больше инсулина. Больше инсулина, хочется больше сладкого. Здравствуй, диабет второго типа. И вот мы, грубо говоря, разобрали с вами 3 заболевания, которые по сути и не заболевания, а адаптация организма к новым условиям жизни. В подтверждение моих слов можно привести такую ситуацию, как инсульт. Почему при инсульте не сбивают давление? Да потому что кровоток и так в мозг не проходит при ишемическом инсульте. И если мы еще собьем давление, то мы только усугубим инсульт. Хотя при обычной жизни мы почему-то сбиваем давление, мы почему-то выкачиваем всю эту лишнюю жидкость, мы почему-то блокируем сердце, мы мешаем нашему собственному организму поддерживать давление и кровоснабжать мозг. К чему нас все это ведет? А это нас ведет в прекрасное светлое будущее, где мы живем на таблетках, но это нам ничего не помогает, и где за наш счет обогащаются фармкомпании. Не нравится такая таблеточка, вот тебе другая. Не нравится это, на тебе 3. Не нравится 3, на тебе 4. Пожалуйста, сколько хочешь, сколько угодно.